Ну что, всем привет, друзья. Конец марта. Страшные оттепели настигли. Дело прошлое. Снега совсем скоро не станет. И передвигаться будет уже тяжело на мотобуксировщике, так как асфальтированная дорога вскрылась. Ее немножко посыпают. Скоро и поселковые дороги откроются. Ну, я благо не переживаю, так как в конце поселка живу. И полями и на реку можно выскочить. В общем, ребят, недавно припылил с Камы. Кама нас разочаровала. Ну, сразу нарисовывается очередная экспедиция. Ну и кто давно на канале, тот, наверное, знает, кто такой Сергей. Сергей Витальевич, города Киров. Он ко мне постоянно приезжает по сезону налима. Это весна, это осень. И сегодня вот жду Серегу. Потихоньку идут сборы. Короче, как обычно, друзья. Приехал в деревню к обеду. Привез ГСМ, продукты. В общем, уже, ребята, собираюсь. Серега подъедет к вечеру, переночуем у меня дома и с утра пораньше рвем когти в тайгу. В общем, давайте, друзья, со мной. Очередная экспедиция. Подготовил ГСМ. Это и заправка пилы. Сразу заправил 5 литров, так как будем ночевать, будем пилить дрова, костер, печка. Все нормально. В общем, привез немножко ГСМ. Должно нам хватить. Также подготовил буксировщик. Ну, буксировщик у меня на ходу, друзья. Все четко, все классно. Единственное, то, что подбиваю кофр. Надо положить газ. На Каму ездил. Выгребал кофр. Сейчас надо обратно загрузить, чтобы все было по местам. Все было на месте. Ну и поставил, друзья, новую сидушку на сане. Вот такая сидушка от компании Тафалар. Складная. Она более низкая такая, нежели вот, которая у меня на тех санях стоит, более высокая. Не очень удобно. Вот закрутил сейчас. Должно быть круто. В общем, такая сидушка. Это будет пассажирские сани теперь. Ну и Серега поедет именно в них. Ну а так, друзья, потихоньку собираюсь. Надо ничего не забыть. Так, проверил буксировщик, ребята. Все нормально. Буксировщик заправлен. Да, буранки немножко падают, друзья. Прям чувствуется. Ну, техника готова к завтрашнему выходу. Какие люди с Голливуда, только вспомнил. Нарисовался, блин, а? Сергей Витальевич собственной персоной. Вот он, злодей. Приехал. Только вспомнил. Здорово, злодеище. Здорово были. Ну как дорога? Нормальная дорога. Быстро приехал. Да, нормально ехал. Молодец. Я тут тоже все потихоньку готовлю. Так, не быстро, 120, 140, да? Нормально. Ой, красавчик. Полным ходом, друзья. Перебираю снасти, как обычно. Две новиночки, друзья. Пришли две новиночки. И сейчас еще курьер позвонил как раз сегодня. Сейчас подвезут игрушку еще одну. Конец сезона только пришла, ну хоть так. Как-то так. Четко. Как раз по адресу. Курьер с доставкой до этого. Да. Ну что, как раз подспела, да, Серый? Вообще, да. Ребята, я так переживал, думал, уже конец сезона. Что-то с курьером все долго. 2 недели, наверное, ждал. И вот сейчас как раз супруга забрала, грубо говоря, в другой деревне, и вот к нам привезла. Курьер доставил, и завтра уже пойдет в ход. Моя мечта. Сколько писали ребята, говорили: Андрюха, когда уже возьмешь? Хорош мучиться. Все, сейчас, ребят, распакуем, посмотрим,
Что-то как и почем. В общем, ходил до около, друзья, смотрел различные китайские, импортные, понятно, ценники разные. Не хотелось мне, конечно, брать там какой-то слабенький, чтобы на один раз, как бы, ну, в общем, мое мнение упало, ребят, на, ну, так же, как будто же бы китайский, но все-таки это наш уже аналог, друзья, это российский Патриот, шуруповерт дрель, 21 вольт, в таком кейсе, кстати, намного будет удобно перевозить уже его. Шнек для бура 150. Почему 150? Ну, последние лещи сказали взять побольше объема, но я буду все равно докупать, ребята, 130. Ну и в общем, это скорее всего адаптер, переходничок. Че, Серый, давай вскроем, посмотрим, что у нас имеется здесь, так скажем. Заказал я еще 2 комплекта ножей. Должно все быть здесь. Да, все верно. Адаптер на, Серый. Распаковывай. Бабам. Так. Ну, короче, смотрю, даже, ребята, есть биты, сверла. Это хорошо. Зарядник. Батарейка на 21 макс. Даже можно, смотри, Серый, подключать USB и заряжаться. Прикинь, от нее. Фига себе. Это надо, кстати, попробовать сразу. Как это так выглядит. Что, реально можно с батарейки заряжаться? Получается, если мы где-то с тобой ночуем. Если мы где-то с тобой ночуем. Так, пока непонятно, пока ничего не идет. Мне здесь, скорее всего, не подходит зарядка. Да, мне, скорее всего, зарядка здесь не подходит. Ну, это полбеды, ладно, может, разряжена еще до кучи. Ну-ка, вот эту сейчас возьмем. Здесь должно подойти. Да, скорее всего, разряжено. Что там, Серый, адаптер? Да, адаптер. И 2 комплекта. 1 комплект? А, один, наверное, уже там стоит. Да. Так, здесь что-то еще. Так, бита еще одна валяется. Фонарик. А, здесь даже показано вот. Да, степень заряда. Да, степень заряда. Здесь, в принципе, все нормально. А на этом? Тут тоже есть USB. Не знаю, почему не работает, ну ладно. Может, его можно от USB заряжать, что ли? Нет, по идее, не должно быть. Есть фонарик. Так. Я смотрел то, что, знаешь, многие шуруповерты выкручивают, ну, то бишь, где-то закусило, его выдирает. Здесь есть уже такая специальная защита, ну, чтобы он не сгорел и что-то еще, просто он останавливается. Подвытащил, и он дальше пошел, короче. Что-то типа такого. Так, ну, сейчас мы будем заряжать, скорее всего. Ну да, показано, что полная. Что, два деления, как полные. А, 2 деления. Тут 3, а там 2. Здесь 2, да? Ну да. Так. А, это сюда закручивается. Это нам, в принципе, не надо. Так, ладно. Ну и сам шнек. Для добура.
Нет, слушай. А что, одни ножи положили, да, получается? Видишь, вот сам же. Нет, вот они идут. Ну. Серег. Все нормально, они обманули. В общем, здесь ножи. Так, сейчас, подожди, секунду. Так. Ой, не понял. Не докрутил. Как? Да надо просто этот, как его, вручную наверное, даже. Ну-ка. Все. Ставим. И получается вот такая штучка. Вот это шуруповерт 150, блин. Че, не видишь? Угу. И все, закрывай. Ну вот как-то так. Погнали. Наши дерзких поближе к деревне. Завтра будем крутякать. Влево-вправо, как бы, ну, вращение это правое должно быть. Ну да. Все. Ну как будто бы все пока четко. Все мне нравится. 150, конечно, но будем думать, что Серега, будем рыбу ловить мощную. Да, На 150, да. Ну вот как-то так. Не знаю, что. Ну, в принципе, да, нам хватит. Что, ножи, наверное, поставим сразу. Закрутим. Так, ножи для забора правого вращения. Тонар. Ну что, Серый, готово? Готово. Все. Завтра будем дырявить. Все готово. Ну и красота. Чехольчик. Да, держи, одевай. Фу, ребята, аж вспотел. Жарко дома, печное отопление натопили. Короче, доволен. Все, завтра на тест. Время 7 час. Ужинаем и отдыхать. Доброе утро, друзья. 5 утра. Моросит дождь со снегом. Сейчас вроде немножко успокоился. Короче, через пару часов вроде как закончится и будем уезжать. Блин, погода такая не лайт. И по прогнозу вся неделя такая. Плюс, снег, дождь. Солнца вообще не будет. Так что, короче, будет мрак. Ну, короче, проснулись еще, завтракаем. Выжидаем погодку. И стартуем. Вроде все, друзья, как-то так получилось. Не знаю, вообще все задействовано, даже модуль, брикеты, снасти, тут все вообще, полный кофр даже с горой. Здесь как-то затянулись вот так. Саночки у меня другие здесь. Ну и вот у Серегу тут тоже немножко печка, ГСМ, все дела. Печка, кстати, у Сереги с палаткой новая. Будем тестировать, да, Серега? Вот такие циклоны, ребят, настигают, снежные, ветреные. Еще и кошка напоследок по носу дала с царапиной. Ну, это, наверное, на счастье. Типа на Лим пойдет. Метину оставил.
Все, прощаемся Нет, в деревне. прощаемся, до свидания. До свидания, говорим, деревне. И, в общем, выезжаем, ребят. Серый, что там, как? Ну, сейчас прокатимся до речки, доедем, там пойдем потихоньку. Ну, с Богом все. Что, братва, добрались? Все, родные пенаты, мы дома. Первая точка, друзья. Я называю это скала. Это любимое место у меня. Здесь я частенько ночую на этом пляжочке. В общем, что, дорога такая, друзья, более-менее, но пару перекатов вообще открылось, да, Серег? Немножко прилипло. Да, чуть-чуть прилипли, да. Да, попали в бурю снежную, прям труба, прям такой снег шел. Ну, так и будет целый день. Ветрено, снежно. Солнышко, конечно, охота бы было. Сейчас бы разделись. Ну, сейчас доберемся до места стоянки, там палаточки. Да, у нас какой план, друзья? В общем, здесь первая точка, мы здесь ставим энное количество снастей. Ну, уже бровки понятно. Здесь, там 3, уже искать ничего не надо. Ну, в общем, вот так, да, немножко нам даже засыпало.
Ну и будем тестировать Шуру. Так что вот как-то так. А так в целом как будто долетели. Хорошо. Как будто долетели. Быстрее, чем на лодке. Да. Ну что, здорово, друзья. Наконец-то. Наконец-то. Ну и вот, смотрите, снежок как подсожрал дождь. Это все сделал дождь красиво. Так что свежая вода должно, ребят, должно. Налим должен шевелиться, зараза. Короче, Вообще рыба должна шевелиться. да, рыба шевельнуться Не должна. только налим, и щука и все прочее. В общем, у нас 3-4 дня, друзья. Так что времени вот так. День очень удлинился. До 7 вечера можно вообще находиться спокойно. Так что сейчас вот ставим. Хотим сразу ехать на точку, где будет у нас лагерь, поставить. Потому что вот этот снег, палатка узкая стоит, там вещи занесем. Плюс Сереге новая палатка, еще ни разу не ходившая. Там надо посмотреть, все ли будет нормально. Надо ее, как говорится, протестировать. Протестировать, да. Вот почему взяли у Сереги, просто протестировать. Потому что Серега говорит, что она говорит, купил, надо, говорит, попробовать. Да. Ну, в общем, как-то так, ребята. И печку, и палатку. Все новое, новая печка, новая палатка, новый бур. Вообще все новое. Новые черви, новый живец, И сегодня будет еще новое освещение. новое освещение. Ребят, все новое, короче. Вот так. Новое настроение, как обычно. Да. Рыболовное. Новое весеннее. весеннее настроение. Ну все, ребят, сейчас немножко побуримся, посмотрим, что как будет работать все это дело. Короче, понеслась. Так, ну что, ребятки, первый тест. Как оно будет? Да, пришлось, конечно, немножко тут развязаться, но а что потом поделать? Сейчас потом на точке все выгрузим. Еще не бурил, а уже снежный, блин. Да, серый? Вот такая, как говорится, картина маслом. Да, Это вам... Это зима. это зима. Уже весна. Так, ну что? Ну да, вообще-то весна. Весна, да. $150. Сейчас как раз посмотрим, друзья, сколько будет хватать батарейки. Примерно. Что да как и почем. Лед уже, кстати, большой. Ну-ка. Что-то я не понял. Оборот сделай меньше. Ага. Так. Он типа как будто у него вот он бурит. И когда закусывает, он останавливается. Пока не понял. Сейчас поймем. Пока не понял, сейчас поймем, ребятки. Пока не понял, сейчас поймем. Короче, Серег, по самому этот рукоять, понял? По самому рукоять. Ну-ка, третью. Что-то пока не понял.
Слушай, мне нравится. Так, друзья, тут у нас мужичок, смотрю, поехал. Ну, видать, за мелочью. Ну, что я скажу? Первое впечатление. Огонь, ребят. Прям огонь. Сереге дал. Вот бурит. Короче, красота. Так можно, что ли, было раньше? Здесь немножко жерличек побросаем. Все-таки весна. Правда, в этом году здесь эта точка меня вообще не радовала. Именно здесь. Ну, поставим. Ну, поставим все равно, ребят. Раз, два, три. Буду поднимать и на щуку, и на налима. Ну вот боковая получается. Вон, видишь какая? Смотри, интересно. Короче, о, нормально ты тут уханукал. Ты что, блядь, пиздец попался, слышу, да, хрум, блядь, что ты нахуй. Ну, тут обычно не бурим, Серега, ты в следующий раз переспроси лучше, как лучше. Вот курья, вот так будем ставить. Короче, Серега меняет ножи тут. Ну да, эти мужикана. Вон тут. Вообще гладят. Вон, смотри, тут, конечно, жестко. Жестко нахуй. Все, туда сейчас? Идет. Ну все, курюшка тоже заряжена, пока нет понимания, друзья. Да и у нас и живца-то не особо много. На курье будем долавливать, поклевывая там плотва. Здесь тоже 6 штучек бросили. Блин, ветер такой неприятный. Ну и сейчас, в общем, там скидываем вещи, потому что вот так тоже таскать не есть хорошо. Расчехляться, потом чихляться. Там уже сбросим и уже налегке будем двигаться. Короче, вперед.
Сначала наметил бы и засунул. Чтоб не мешало. Ты видишь, потом натяжку сильную не делаешь. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Сейчас подвинем. Все, этого достаточно. Так. Под печку выход. Все, конечно, так сделано слабенько. Ну, что потом поделать. Вот такая палатка, друзья, у нас будет. Будем в такой палатке жить. Вот, выход под печку. Где-то печка будет здесь стоять. Как-то так. Снежок подтаял. Приходится вот брать сбоку. Сейчас юбку засыпем, чтобы теплее было. Лепка будет стоять. Да, конечно. Никуда не денется. Засыпай, Серега, юбку. А? Засыпай. Модель Chevron. Интересно. Ну, я такую видел, такого плана. Как бы она экономичная, но... Короче, ребят, думаем мы, что думаем. Немножко не вмещаемся. Палатка хоть и не маленькая, но и небольшая. Как бы нам разместиться тут? А у тебя вот та, что, 3,20 на 3,20 есть? Нет. Там. Вот это вообще маленькая. Давай. Пробуем. Смотри, как интересно. Давай еще. Так. Под мусор сразу пакет нашелся. Пачка у нас рассыпалась, ребята. Пришлось по пакетам разложить, чтобы не промокло. Ну, смотри. Охренеть. Ё-моё. Ты понял? Понял. Что это? Секс. Что это секс? Понял, что это все Ну, без перерыва. еще без перерыва. Что там, серый щупа? Короче, ребята, пробуем. Первый запуск, так скажем. Пробуем заполякать. Что творится, ребята? Смотрите. Просто жесть. Просто жесть. Вообще труба. Короче, что-то начинаем тут потихоньку смотреть, тестировать. Блин. Но это лучше делать дома, чем на реке, когда приехали на 2-3 дня. Короче, не знаю. Пока доверия не внушает никакого. Ну, смотрите, что с погодой стало, друзья. Просто жесть. Ужас. Охренеть. Туда выйдешь, там вообще сдует нафиг. Короче, пока не можем понять, что допечь. Ну, во-первых, по трубе здесь, да, немножко косячок. Серега уже сам вот туда делал вот этот выход. Соответственно, ну, короче, тут надо немножко доработать. У нас труба вот так стоит, не вертикально. И порывы ветра, и бам, гасит ее. Топка слишком маленькая, опять же. На 3 брикета. Чисто вот так. Короче, не знаю, друзья.
Я такого прям Сереге предлагаю, говорю, может в деревню махануть, топливо есть. Потеряем времени, конечно, много. Что вдвоем там махать-то? Не, нет, одному съездить за палаткой, печкой, так как приехали. Не знаю. Саня одни цепанул. Ну да, просто как-то вот так, короче. Ладно, немножко перекусим. Пойдем расставляться. К вечеру посмотрим, если что, поедем. Потому что что-то как-то мне не нравится. Друзья, быстренько решили перекусить. Все-таки уже время обед. Кашка не помешает. Скоряк. Не знаю, вроде печка заработала. Просто будем тут... Серый, возьми. Чуть-чуть мается. Раскладушку сразу вынесли, потому что две, ребят, раскладушки. Ну, не вмещаемся. В общем, будем только ставить на ночь ее, когда будем спать ложиться. А так, в принципе, пойдет. Ну, такое место, так, вот столик, раскладушка. Здесь какие-то вещи. Ну, может, да, Серый, одному двигаться. Вдвоем уже не то. Ну, понятно, что если без раскладушек, просто на полу лежать там, просто в спальниках, то, конечно, будет нормально. Ну, короче, решили потестировать. Я просто привык к своей большой палатке, и может мне из-за этого как-то кажется, что это. А так мы с Ларисой Юрьевной вдвоем тешились, когда начинал я, только когда вот первая палатка у меня появилась. Вот этот Алтай первый. Там, считай, тоже одна раскладушка влазит, вторая вообще тупо не влазит. Так она же тоже у тебя 2,40 на 2,40. Да, ну там зон, не путай. Вот. И мы вообще на одной раскладушке спали. Как бы и ничего. И у нас тоже и столик был, и печка. Просто да, я привык к большим габаритам. Вот и как-то так. Ну ничего. Как-нибудь, друзья. Сейчас обедаем и что, идем оставляться. Набираем червя, комбайны, донки. Как-то так. Просто ну, нам надо было понять вот эту палатку. Серега ее не ставил, печку не зажигали, как бы можно было все это делать сейчас с Настей заниматься, а просто ну понимание, неохота ночью прилипнуть здесь как-то. И вот решили мы сразу поставить, во-первых. Просто было бы до ночи бы протянули, а потом как вот оно не будет Да, вот. функционировать. Да, и все. А если оно не заработает, ты что, пришлось бы среди ночи ехать за палаткой, за печкой, за все. Ну, что-то типа такого, да. Так что мы решили сразу сделать вот так. Тем более вещи надо было разгрузить. Пообедаем зато в тепле. Сейчас нормально. печка просто жарит. Работает, да. Что, согрелась? Нормально? Блин, опять снег пошел. Да. Зараза такой. Давай. Давай. Так, друзья, пообедали кашкой. Все. Начинаем затариваться. Пять пачек возьмем. Должно хватить. Серый, у тебя баночки никакой нету? Под червя. Посчитаем, сколько у вас там в Кирове. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Смотри-ка. 22. Серега. Ну что, готово, друзья. Все. В принципе, немножко собрали марафет. Прибрали марафет, или как там сказать правильно.
Серега готовит донки. Вот такая сумка у Серого. Ну, парень серьезный. Так, десятку взял, да, Серый? Все, отлично. Так, червей пару банок есть. Я затарился, все. Палатку закрываем, ну едем. Немножко буря успокоилась. Погнали дальше работать. Все, Серый, погнали. Короче, Серый, вот так. Ну 4, да? Далеко туда не уходи. Через метра 3 делай следующую. Через метра 3 следующую. Так, друзья, ну что, новая локация. Да, вот так. Здесь у нас комбайны и доночки. Погнали. По одному самый смак, ребята, получается. То, что нужно. Так. Поехали. Поехал брат к сестре на ворованном москвиче. Денежку занять. Ага, все. Ух, машина, ребята. Бурит. Вот сырой лед ему тяжеловато, а вот сухой сейчас он калашматит просто на раз-два. Отлично. Ничего не могу сказать. Ну, 150, конечно, до хрена. Но если только вот под леща, а так 130 самый ходовой. Погода, ребята, блядская просто. Вообще труба. Смотрите, что творится, а. То снег, то, блин, хрен поймешь. В общем, у Сереги доночки пошли. Пробурились. У него прям такие тут крючки серьезные. Можно парочку ставить. Ну, в общем, то же самое, что у меня, друзья. Донка-желица. Все, на дно ставим. Ну и флажочек. Охренеть, ребят, смотрите, что творится. Такие хлопья. Блин, круто вообще. Я люблю, кстати, вот такой, когда он без ветра. Вот этот, да, жарит. Смотрите, вообще ничего не видать.
Вот это снегопад. Вот так вот, да. Зима не сдается. Так, ну что, идем дальше, ребята. Только такая буря была, а сейчас уже солнышко. Но это весна. Она такая есть. Солнышки побросали. Едем на другую локацию. Серег, разделся бы. А? Разделся бы, говорю. Офигеешь сейчас. Комплектик выставили в ряд. Бровка интересная, но ждем налима. Так что не знаю, посмотрим. Серега бурит как не свой. Что-то тяжеловато, да, Серый? Лед сырой, большой, друзья. Это да, последний лед такой он и есть, блин. 10 желез, думаешь, а их ставишь как этот. Ну, в общем, что, сейчас поворотик, комбайны, доночки. Нормально, хорошо работаем. Все, ребята, заканчиваем на сегодня. Осталось 5 доночек там. Форелевые доночки от Вади, которые присылал он мне. Тоже их на вооружение. В прошлый раз бровку там нашел на лимью. Там поставил отметину. Вот туда, наверное, сейчас мы и прокатимся. Все, тупо на дно. Что-то там. Короче, Серега замаялся. Сухой лед, ребята, шуруповерт просто отменно прет. Вот сырой он закусывает. Надо ножи ставить другие. Тогда пойдет. А так тяжеловато ему. 150. Ну, я думаю, 130 будет просто класс. Просто класс. Все. Давайте, доночки, работайте. Комбайн там какая-то мелочь загибала уже. Тут тучи, блин, то солнце, то тучи, то солнце. Погода такая стрёмная. Солнышко охота, конечно. Возвращаемся, ребят, на лагерь. Смотрите, небо синющее, как будто летом. Как будто сейчас гром будет, блин. Охренеть. Просто все синее. Блин, лишь бы дождя не было. Ё-моё, неохота вообще. Флажочек горит на червя. Ну, ломотки нету. Не знаю, ребят, может и ветер бомбанул, конечно. Может тут и клювал. Блин, зацепляется. Зараза, нет. Кто-то хавал, Серый. Кто-то, друзья, кушал. Но не засекся. Ну, удары хорошие были, походу, аж флажок поднял-то. Ну, комбайны, доночки работали всегда. Даже в голодный год они выручали. Так что вечером, Серый, поедем. Надо будет все проверять. Все будем проверять. Ну да, он даже вымотал, нифига себе. Даже вымотал. Тут, кстати, самая мелкая, слышишь?
Ну, сама мель. Так, ребят, ну что мы на лагере, небольшая перестановка. Труба у нас вообще не вертикальная, а вот так, и как раз ветер в эту сторону, и просто херачил дым прям в палатку. Сейчас переставили палатку, точнее печку. Хорошо, вот есть вот эти окна, куда хочешь, то и втыкай, получается. Можно даже вот туда наверх. Ну и в общем, баночку разогреваем, пока готовить не будем. Так, чисто банки у нас еще есть, каши всякие. Давай мусор серый. Перекусим. По-быстреньку. Ну, сейчас хоть нормально. Пошла жара. Хорошо. Сергей Витальевич, как обычно, что-то со всякими приколюхами. Да. Да я хочу повесить его. Такой светильничек, друзья. Проводочек. Вот такая штука. Ты на Алиэкспрессе брал его? На Озоне. На Озоне. Интересно, сколько батарейки хватит. В общем, друзья, смотрите. А нет, это там потуже, вот такой. Вот как раз парень вот сюда он пойдет к нам. Как обычно. Бомбочки у Сереги. Без этих никуда. Такие вещи какие-то Серега взял. А, ну это вот я понял. На 4, короче, выхода, да? Угу. Подключаем, и 4 выхода у нас. Нормально. Так, давай продукты, а провода там, зарядки тут у Сереги, все дела. Сейчас немножко, ребят, марафет тут наведем. Немножко маловато места, но ничего, как-нибудь. Ничего себе. Вот это вообще тема, конечно, блин. Ребят, смотрите. В палатку освещение от пару баночка еще регулируется. Блин, вообще круто. Это вообще тема, блин, конечно, крутая, серый. Опа. Опа, смотри. Да, бомба. Это же клунка можно делать, знаешь, куда угодно вообще. Да. Вообще ништяк. Вот такое освещение, ребята. Вечером включим. Да, вечером тут. Это сейчас стекло. Вечером включим. Сейчас, друзья, будет светиться все и вся. Сейчас будет светиться все и вся. Да. 220, 380, что угодно. Так, телефон на зарядку. Телефончик на зарядочку. Все. Погнали. Все показано. Что да как и почем. Сколько берет. Фонарики.
Сейчас все здесь поставим на освещение. Все нормально у нас будет. Вот нам и свет. Куда-то сюда над столом нам надо будет. Вот так его сделаем. Пока не нужно. Все четко. Ну все, ребят, согрели кашку. Время у нас. Блин, нормально, быстро заряжается, кстати, эта штука. Время 5 часов. Сейчас покушаем. Съездим за Желез, проверим, что там, как дела у нас, обстановка, потому что они с утра все-таки стоят. Ну, уже приедем, через пару часов уже темнеть будет. Будем нормально уже готовить еду. Потому что так на каше, так быстренько, что там, баночку там, это ни о чем. И уже что-то тут марафет наводить. Ну так, примерно что-то уже понимание есть, как что будем располагать. Потому что, ну, сейчас раскладушку не занести. Вторую. Никак. Вот только вот как-то таким образом. Короче, будем в маленькой палатке обитать. Погода так и бушует, блин. То снег, то солнце. Вот опять что-то туча ушла, более-менее. Ну и потом поедем, уже все перетрясем, потому что мелочь, видать, клюет. Уже на ночь на налимом будем заряжать червей и уже будем отдыхать. Набурились немножко. Пойдет, короче, ладно, приятного. Порывы все равно мощные. Слышишь? Блин, ночью хоть бы успокоился, блин, нафиг он нужен нам ночью. А завтра как будто снегопад. 4 снежинки, прикинь. Вообще караул будет, блин. А сегодня сколько снежинок было? Сегодня одна. Одна большая. Ну жарко тебе, я глядел там. Что, по 5? Давай. Ну это мне нравится каша. Ну что такая? Смотри, опять что делает. Смотри, смотри. Аж обратная тяга. Видишь, блин, говорю, ветер все равно по этой куре гуляет, блин. Вот хрен знает, правильно мы сюда выставились или неправильно, блин. Главное, чтобы ночью, говорю, вот успокоилась. И что делать, да? Ну что, друзья, загарчик есть один. Прям вот выход на самом меляке. Хапнула. Полная вымотка. Не знаю, есть кто-то, нету.
Опять циклон, друзья. Снежный идет. Ну, на Куре, смотрю, сработок нету. Давайте посмотрим. Вымотка полная. Даже как будто натяжка какая-то. Блин, 150 лунка, ребята. Просто дыра какая-то. Ну что тут у нас? Кто тут у нас? О, как будто и вырвал сорта, друзья. Как будто что-то было. Бам, и вырвал сорта. Непонятно, короче. Кто это? Вроде как будто и зубов даже нету. Ну, кто-то тут живет. Ну да ладно. Поклевка есть, это уже радует. Ну все, конечно, вся надежда на ночь. Так что чисто так приехал, посмотрел. Ну не особо, конечно. Я думал, в Куре будет поклевка. А тут на реке. Глубины вообще нету. Раз, два, три. Вон глубина с-подо льда сразу, друзья. Ну кто-то, короче, хапал. Ладно, живец есть. На замену заряжаем. Отпускаем. Потихоньку темнеть начинает. Сумерки. Ну так, друзья, не понравилось, конечно, мне по поводу палатки с печкой. Как бы я по-другому немножко рассчитывал. 2.30 на 2.30, как бы. Я думал, ну как раз так влезет. Небольшая печка, думаю, брикеты взяли, палеты вот эти. А тут, короче, она получается не куб, а 5 углов. Соответственно, так ставишь, угол теряется, так ставишь, угол теряется. И, короче, вот как-то так. Ну ничего, как бы я... Серега бы все равно как-нибудь ее не взял, наверное, без меня, возможно, там где-то дома у себя, потому что он редко выезжает. А тут как бы купил. Надо протестировать было. Ну, в общем, так и решили поехать. Я еще, в общем, не отошел, друзья, от камы. Столько сил там потерял. Вообще, там, блин, просто ходить невозможно было. Столько там, блин, вообще труба. Ну и как бы с Серегой договаривались, в общем, вот. Не подвел, поехал. Все нормально. Хотели ехать на озеро по щуке. Подумал, там воды очень много. И решили на речку поехать. Потому что был живец. Серега, благо, привез червяк. Не знаю, завтра будем рыбачить. Сегодня так выставились. И слава богу. Ну, на комбайне, наверное, поклюет что-то. Ну и, блин, время-то, ребята, какое уже. Должна рыбка-то шевелиться, ё-моё. Или ее просто вообще, наверное, нету. У меня такое вот прям сомнение, вот такое вот прям понимание. 3 года назад просто приезжаешь, там 2-3 флажка стоит, как бы там щучка, там 2 попалась. Мы так и ездили, и рыбачили, а вот уже как 3-й сезон просто вообще качаешь, понту нету. Ладно, на лагерь, готовим ужин, продуктов набрали вот так. А потом уже с фонариками уже к ночи уже зарядим конкретно червя, хорошо. И будем отдыхать, наверное. Вот такой денек, друзья. Ладно, погнал к Серегу. Серега просто устал уже, лежит. Я говорю, давай, лежи, говорю, отдыхай. Я еще подвигаюсь, как бы тут катать. Ладно, друзья, все нормально. Где наша не пропадала? Все равно поймаем.